Блеснуть своими знаниями, поделиться опытом и показать все, на что способны. Такая возможность вот уже 19-й год представляется региональным педагогам. Всероссийский конкурс с говорящим названием «За нравственный подвиг учителя» на этот раз пройдет по нескольким номинациям. За организацию духовно-нравственного воспитания, образовательной организации, лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного и гражданского патриотического воспитания детей и молодежи, лучшая методическая разработка о предметных областях основы религиозных культур, светской этики и основы духовно-нравственной культуры народов России. Ну и последняя, четвертая номинация – лучший издательский образовательный проект года. Их задача делиться знаниями и воспитывать достойное подрастающее поколение. В конкурсе могут принять участие абсолютно все педагоги школ. Его цель – укрепление взаимодействия религиозных и светских систем образования. Портфолио преподавателей принимаются до конца марта. Загрузить работу на интернет-портал конкурса и зарегистрироваться на сайте конкурса «За нравственный подвиг учителя». Педагоги, которые участвуют, у них своя методика. Они пишут работу, программу, и вот лучшие методики, более эффективные методики, они распространяются для обучения, воспитания и неурочной работы с детьми и молодежью. В прошлом году в число победителей межрегионального этапа конкурса по работе с детьми и молодежью до 20 лет вошла учитель биологии лицея детского сада Магаса Зинаида Костоева. Было проведено очень много конкурсов, конференций различных, которые позволили нам не просто делиться знаниями, но и узнать что-то новое для себя, познакомиться с коллегами, реализовывать какие-то смелые проекты, возможность для молодых учителей развиваться в профессиональном плане. Конкурс проводится Русской Православной Церковью при поддержке Минпросвещения и администрации президента России. Он по традиции будет проходить в 3 этапа. Первый этап, региональный этап, с 9 по 31 марта, прием работ. Второй этап начинается с 14 мая по 28 августа. И третий этап с 1 сентября по 1 декабря текущего года. Пользуясь случаем, хочу сказать, что наши педагоги республики активно и с интересом участвуют в данном конкурсе. Многие из них стали финалистами межрегионального этапа по Северокавказскому федеральному округу. У педагогов есть уникальная возможность заявить о себе не только на всю республику, но и страну. Итоги всех этапов подведут до декабря. Зелимхан Калоев, Али Зязиков, Магас 24.